В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лола. Здравствуйте. Главное событие этой недели – празднование Дня Победы и независимости. Конечно же, тема нашей передачи будет посвящена именно этому событию – ветеранам войны и добровольческому движению. В течение суток после вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазии, в Гудауту, через перевалы начали прибывать первые добровольцы и формировать отряды. Всего в Абхазии участвовало более 2000 добровольцев, из которых 51 человек удостоен звания Герой Абхазии. Более 260 добровольцев погибли. О том, как добровольцы из республик Северного Кавказа пробивались в Абхазию, расскажет гость в студии. А пока давайте вспомним, как развивались события этой недели. На этой неделе в Абхазии прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню освобождения Сухума и Дню Победы. Это главные события в новейшей истории республики. 23 года назад, 27 сентября 1993 года, после кровопролитных боев, государственный флаг Республики Абхазия взвился над зданием бывшего Совета министров. 11 дней и ночей шла операция по освобождению Сухума. Шаг за шагом, улица за улицей, дом за домом наши бойцы прошли настоящий ад. Но цели своей достигли. В день освобождения Сухума у колоннады на набережной Махаджиров состоялась персональная фотовыставка репатрианта из Сирии Зевара Каншао. Фотохудожник заявил о себе в прошлом году на конкурсе «Эвкалиптовый ветер Абхазии». Тогда он завоевал гран-при фестиваля в номинации «Художественное фото». В 5 вечера там же у колоннады с большим успехом прошла презентация последнего, третьего фильма музыкального проекта Эмы Ходжава и Тимура Кучуберия «Харахаруа Рейхабы». Фильмы совместили в себе архивные кадры военной хроники и современные постановочные съемки. В третьей части представлены 8 малоизвестных песен. Как всегда, с размахом в республике отметили День Победы и независимости. По всей стране прошли памятные и торжественные мероприятия, посвященные 23-й годовщине со дня окончания войны. С утра состоялось возложение цветов у мемориала первого президента Владислава Арзенба. Затем в Парке Славы торжественным маршем прошли пешие колонны Министерства обороны Республики и подразделений 7-й военной базы Министерства обороны России. В час дня началось прохождение бессмертного полка по набережной Махаджиров и по площади Свободы. Участники шествия пронесли по главным улицам столицы более 2000 фотографий бойцов, сложивших головы за свободу и независимость республики во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также фотографий погибших при исполнении служебных обязанностей и скончавшихся по болезни и после ранений ветеранов войны. А в 7 вечера праздничный салют озарил набережную Махаджиров. Автопробег «Дорога жизни», посвященный Дню Победы, стартовал в Сухуме 29 сентября и прошел по восточным районам республики. Около 50 автомобилей отправились с площади Свободы в двухдневный автопробег, который был организован по инициативе ветерана Отечественной войны народа Абхазии Роина Аграба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба своим участием поддержал акцию «Дорога жизни», присоединившись к колонне за рулем автомобиля в селе Члоу. В ходе автопробега состоялись 14 остановок, встречи с ветеранами, возложение цветов к памятникам и могилам воинов, погибших в Отечественной войне. Автопробег завершился 30 сентября в Сухуме. Новым генеральным прокурором избран Нури Таня. По итогам тайного голосования за представленную президентом кандидатуру отдали голоса все 26 присутствующих на заседании сессии депутатов. Ранее Нури Таня работал в судебных органах и в органах внутренних дел на различных должностях. С июля 2015 года прокурор Гудаутского района. 27 сентября Абхазской таможне исполнилось 25 лет. В честь юбилея сотрудники таможни были награждены юбилейными знаками «25 лет ГТК Республики Абхазия». Особо отличившимся таможенникам были присвоены очередные звания. Поздравить сотрудников и ветеранов таможенной службы с юбилеем ведомства приехали их коллеги из России и Южной Осетии. 28 сентября в Сочи президент Рауль Хаджимба встретился с представителями российских СМИ. Беседа с журналистами была запланирована в рамках 20-го Всероссийского фестиваля журналистов, который в эти дни проходит в курортном комплексе Дагомыс. На форум приехали около 2000 представителей различных СМИ, каждый из которых мог задать вопрос президенту Абхазии. Новый закон о приватизации республиканской и муниципальной собственности создает правовую основу для ограничения участия иностранцев в приватизации государственного имущества,
считают парламентарии республики. На площадке Арсмира депутаты Ахраб Жаня и Георгий Агарба ответили на вопросы журналистов о том, как создавался новый закон и чем он по сути отличается от действующего. Депутаты сказали, что в законе предусмотрена возможность правительству принимать решения по каждому объекту, что позволяет проверять претендентов на участие в аукционах по продаже государственного имущества и устанавливать личности победителей таких аукционов. Третья по счету встреча президента Рауля Хаджимба с руководителями абхазских СМИ длилась 1,5 часа. Рауль Хаджимба говорил о причинах частой смены правительства, принципах формирования нового состава кабинета министров и кадровой политики. Журналисты поинтересовались причинами ухода с поста министра иностранных дел Вячеслава Чирикова. Оказалось, что одна из них связана с затягиванием выполнения поручений, данных министерству в ходе ежегодного послания президента парламенту. Президент подтвердил готовность к диалогу с оппозицией и совместной выработке общей позиции по ключевым вопросам. На этой неделе завершился молодежный форум с участием студентов Абхазского государственного университета и Московского историко-архивного института. На конференции студенты обоих институтов читали доклад на различные темы. Далее встреча прошла в парламенте Абхазии, где участники мероприятия были награждены грамотами. Основная цель встречи, по словам организаторов, наладить дружеские взаимоотношения и наметить дальнейшие пути сотрудничества двух вузов. Союз ветеранов и молодежи АПСНы, так называется республиканская общественная организация, презентация которой прошла на этой неделе в Сухуми. В мероприятии приняли участие депутаты парламента, представители общественных организаций, партий и объединений. Абхазские монеты с успехом были представлены на 7-й международной выставке монет «Коинс-2016», прошедшей на днях в Москве. Это единственный в России международный форум, посвященный памятным и инвестиционным монетам. На стенде Абхазии были выставлены монеты из серебра с позолотой, а также золотые монеты, выпущенные ограниченным тиражом номиналом в 10, 50 и 100 абсаров. Гости выставки продажи заинтересовались абхазскими монетами. Особым вниманием пользовались серией «Храмы Абхазии. Исторические личности. Конифа». Многие монеты были приобретены российскими коллекционерами. В акватории Гагарского района возле поселка Чагрыбш рыбаки выловили крупную морскую черепаху размером примерно 80 сантиметров в длину и 60 сантиметров в ширину. Пресмыкающаяся попала в рыбацкие сети. Ученые не исключают, что этот вид может относиться к группе зеленой морской черепахи. Чаще всего они встречаются в тропических и субтропических районах Тихого, Индийского и Атлантического океанов и в Средиземном море. В мае 2010 года на побережье Очамчиры были обнаружены полуразложившиеся останки такой черепахи. Правда, тогда экологи так и не смогли определить, откуда у берегов Очамчиры появилась эта редкая пресмыкающаяся. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. Основная тема нашей программы – добровольческое движение, и я предлагаю для начала посмотреть небольшой сюжет о добровольцах, их воспоминаниях о войне, о прошлом и настоящем. Эркан Кутарба приехал в Абхазию еще до войны, в 1991 году. Причина поездки по подготовленной для родителей версии – учеба в строительном колледже. На самом деле, после того, как еще в 1989 году в Абхазии начались политические стычки, Эркан стал готовить визу для возвращения на родину, чтобы принять участие в национально-освободительном движении. Это заняло у него почти 2 года. Затем была учеба в Абхазии. Я себя добровольцем не считаю, это мой был долг, как бы. Конституция говорит сегодня мне, за что я благодарен Владиславу Григорьевичу. Абхазец, где бы ни жил, где бы ни родился, считается автоматическим гражданином Республики Абхазия. Хотя не видел свою родину, хотя не имел его паспорт, хотя его воздухом не дышал, сегодня чем я горжусь. Но на душе знал, что я абхазец и перед своим народом, перед своей родиной имел долг. Мухаммеду Килба на начало войны было 33 года. За плечами оставалось военное училище и годы службы в вооруженных силах России. Позади были Афганистан, командование разведротой, служба в качестве начальника штаба горного батальона. Когда началась война, Мухаммед Килба не колебался ни минуты, приняв единственное возможное для себя решение. Таких вопросов не возникало, быть мне или здесь не быть. Коль она ситуация возникла, эту ситуацию надо разрешать. Вмешиваться насколько возможно, если есть возможность влиять, то влиять, исправить, значит исправить, защитить, значит. То есть тут уже оно работало более
практическая сторона, чем эмоциональная. Мухаммед Килба перешел перевал с первой, самой многочисленной группой добровольцев, которую возглавлял Шамиль Басаев. Прибыв в штаб ополчения в Гудауте, доложил о себе. Через какое-то время он уже командовал батальоном добровольцев из Карачаева-Черкесии. За мужество и героизм, проявленные во время боевых действий, ему присвоено звание Героя Абхазии. Говоря о тех, кто приехал на защиту Абхазии, Мухаммед Килба подчеркивает, добровольческое движение зародилось не на пустом месте. За год-два до войны руководство Абхазии проводило колоссальную работу с общественностью Северного Кавказа. Вопреки попыткам разъединить наши народы, свои мероприятия устраивало движение Айтгылара, встречалась интеллигенция, общалась молодежь. Это и дало свои результаты. Львиная доля нагрузки, оно легло на ребят отсюда, из Абхазии. В окопах мы там вместе с ними, говорится, сидели день и ночь, выстраивали эту оборону. А в основном северокавказские подразделения, и я так считаю правильным, мы их использовали в основном на наступательных операциях и направлении главного удара, смешиваясь с нашими ребятами, и это давало достаточно серьезный эффект. Виктор Бледных родом из небольшого села Герменчик в Кабардино-Балкарии. Говорит, до приезда сюда никогда не слышал об Абхазии, даже во время службы в армии. Когда началась война, Виктору было 20. Помнит, как всех на его родине возмутило известие о том, что происходит за перевалом. Решение уехать в Абхазию пришло сразу. Виктор Бледных воевал в разведывательно-штурмовой группе Муаеда Шурова. Был пулеметчиком. От бойцов группы, от того, как они проведут операцию, зависело много жизней. Ребята осознавали это и воевали отчаянно, не сомневаясь друг в друге. Виктор Бледных рассказывает, вспоминая о войне, в первую очередь на память приходят не сцены боев и смертей, а то, как крепко дружили между собой ребята. Можно сказать, даже не война объединяла. Если скажешь, война объединяла, то это что-то вынужденное. А то мне нравилось вот это простое тепло, которое люди не прятали, а которое оно было. За участие в военных операциях Виктор Бледных награжден орденом Леона. И это не единственная его награда. Нам так и не удалось добиться от Виктора рассказа о его военных заслугах. Ордена и медали, считает он, не важны. Важно, за что воевал. Из 23 послевоенных лет 18 отданы охране первого президента. Затем были СОБР и работа в Министерстве обороны по охране султана Сосналиева. Довелось Виктору Бледных служить и исполняющим обязанности командующего военно-морским флотом. Доброволец из Кабарды Анзор Гоов, однополчанин и друг Виктора Бледных. Познакомились они здесь, в Абхазии, но в отличие от Виктора, до войны Анзор Гоов был прекрасно информирован о стране души. Еще в 1989 году, когда я был в ординатуре, как раз у нас там, мы жили рядом, Василий Шимонович Авизба, Ахра Юрьевич Бжаня, Сурам Саканя, Батал Хагуш. Мы все вместе рядом в общежитиях жили. Мы там познакомились с абхазцами, и мы создали такое аспирантское землячество. Со мной был Аслан Шаов, Анзор Кушкабиев. Вот такое землячество у нас было. И когда я уже в 92 году я ехал в отпуск, мы друг другу дали слово, как вот сказали, что если какие-то проблемы будут, тогда уже назревало уже, примерно так уже знали, что если что-то будет, мы все приедем. И когда в 92 году, вот в августе началась война, 15 августа приехал самый младший мой брат, Аслан Марзе, герой Абхазии сегодня. После него приехал Заур Боров. Вот, 19-20 августа он был здесь. А следом за ними, естественно, я приехал. Точно так же приехали остальные все это. И Абаевы, 3 брата родных. То есть мы все друг за другом приехали сюда. Я работал в Гудаутском госпитале, потом был переведен в Гагинский. Оттуда был переведен в Афонский госпиталь прифронтовой. А оттуда уже ушел в разведроту Лёсика Цуба. И вместе с ними находился вот район Шубары. С ними участвовал я. И практически всю войну только между наступлениями находился в госпитале. Все остальное время находился с этой разведротой. Я ни один день не пожалел, что прошел и этот путь, и после войны, и тяжелое время блокады, и все. Потому что у меня семья, в общем-то, дети здесь родились у меня жена абхазка. Знаете, я благодарю судьбе, что я попал в эту страну. Сегодня Анзор Гоов, министр здравоохранения Абхазии. Работает на благо страны, которую приехал когда-то защитить. Воины-добровольцы – родные души. Они с нами всегда, и те, кто сегодня жив, и те, кто сложил головы.
Общаясь с нашими собеседниками, мы поняли главное. Это люди с обостренным чувством справедливости и долга, готовые прийти на помощь в тяжелый момент. Сегодня многие из них живут рядом с нами, вернее, они стали одними из нас, и мы должны быть достойны их подвига. А теперь своими воспоминаниями о войне с нами поделится доброволец, заместитель председателя общественного движения Адыга Хасы, Черкесский парламент Республики Адыгея, Каплан Куижев. Здравствуйте, Каплан Хазерталевич. Здравствуйте. С Днем Победы и независимости вас. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию, чтобы поделиться воспоминаниями о войне. Уже на следующий день после начала войны в Гудауту прибыла первая группа добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. Добровольческие отряды добирались до Абхазии всеми правдами и неправдами, через сложные перевалы. Грузинская сторона недооценила добровольческое движение. Помнится, Шеварднадзе с сарказмом говорил о том, что Конфедерация горских народов Кавказа – это бумажная фикция. Расскажите, какой ваш путь был в Абхазию, как вы добирались в Абхазию, как в Адыгее формировалось добровольческое движение? Ну, если можно, я хочу от имени общественной организации Адыга Хасы Черкесский парламент Республики Адыгея поздравить всех жителей Абхазии и гостей с действительно знаменательной датой победы, потому что эта победа ковалась не только одними добровольцами, или это была тяжелая совместная работа для достижения победы. От имени общественной организации я говорю, потому что буквально с первых же минут, как только пошла информация, мы провели митинги, собрали наиболее активных, подготовленных ребят и буквально в первые же дни начали формировать отряды. И если поднять хронику, то Шеварднадзе, когда упоминал про бумажного тигра, потом он быстро сменил тему и показывал наше удостоверение, которое они взяли у погибших наших ребят первой потери. И он им потрясал и говорил: вот смотрите, какой-то Хассе, там чуть ли не бандитов там обзывал как хотел, но потом понял, что вопрос несколько уже касается другой плоскости. Вот. Буквально 14-го у нас прошел первый митинг перед зданием, как раз вот на той площади, где Ленин у нас. И сразу же организовали штаб под эгидой общественного движения. Отбирали ребят более подготовленных, и при том, если в семье один человек, мы под любым предлогом отклоняли, чтобы он не попал. Вот. Ну, добирались, конечно, кто как мог. Вот. Султан Сосналиев на глазах у всех прорваться через грузинские, тогда же уже по Псову они стояли, но они быстро изобразили иностранцев, которые за своими детьми едут. И те во избежание какого-то конфликта там не нужно. Но они еще не верили. Они верили в то, что они уже все пришли, все завоевали, и тут хозяева. Поэтому вот эта дерзкая операция по прохождению до Гудаут прошла так успешно. Ну и слава Богу, что они так хорошо прошли, потому что потом он возглавил штаб. Вот, был главнокомандующим у нас. А в Адыгее буквально, я же говорю, с первых дней проходила работа. Мы развернули там не только штаб по формированию, но мы еще взяли и развернули свои радиостанции, чтобы быть в курсе, где что происходит. И обмен информацией шел по всему Кавказу. Сформированные первые отряды добирались на автобусах до возможного места движения автобусов. Когда уже автобусы стали, они пешком через Дамхурц пришли куда-то. Добирались морем, добирались самолетами, любой вид
и любой транспорт использовался, чтобы только прорваться. Какие мотивы были у ребят оставлять семьи, дом, детей, мирную жизнь и ехать на помощь Абхазии, на войну? Ну, это не только на Кавказе, но вот насколько прогрессивное человечество реагирует на такие вещи. Дело в том, что мы в Майкопе получали обращения из Приднестровья, даже с Дальнего Востока до нас дозвонились и говорят: мы готовы выехать, скажите, куда, как ехать. Вот. А в плане того, что оставляли семьи, там, детей, это все уходило на второй план. В нашем сопроводительном было написано: направляется такой-то для оказания помощи братскому народу. Все. Помню, что некоторых ребят я дважды буквально выгонял из автобуса. Вот. А потом уже, когда со второй, скажем так, волной я уже попал сюда, я их там встретил, я говорю: я же вас оставлял. А они договорились с водителем: завернешь за угол, останови мы. И они сели, то вот так. Конечно, тяжело дома говорить о том, что ты уезжаешь куда-то. Вот, тем более неопределенность. Никакой информации у нас же отсюда не было, пока первые не попали. Вот. Но я не знаю, кто как. Тут у каждого свои были мотивы, объяснения, но у всех было одно желание. Правда должна быть за нами. Вот организующим звеном добровольческого движения была Конфедерация горских народов Кавказа. И перед отправкой... Ну, она консолидировала, да, но основной организующие были общественные движения, а потом уже, ну, общественные движения как низовое звено, мы готовили партию, передавали дальше. Конфедерация, естественно, сыграла огромную роль и в плане организации, и в плане консолидации. Потом уже, когда первые движения прошли, основная нагрузка упала на конфедерацию, потому что все туда уже приходило, информация и дальнейшее движение. Перед отправкой в Абхазию добровольцы давали клятву. Вы помните слова этой клятвы? Я, к сожалению, текст полностью не помню, но там были такие слова, что не дай Бог опозорить, не подвести друзей, там, предать, там. Ну, в общем, все было расписано, мы его вычитывали не один раз, пока в окончательной редакции не согласились с этим. Поэтому по прошествии времени, конечно, многие вещи забываются. Я по себе хочу сказать, что очень многие вещи, которые я свято верил, что никогда не забуду, они постепенно выпадают из памяти. Но вот случай с вертолетом – это на всю жизнь. Потому что одно дело, когда взрослые люди, понятно, там, прав, не прав, уже это дело совсем другое, когда воюют взрослые, уже отвечающие за свои действия. Но когда, зная, что детей вывозят, сбивать вертолет, это куда мы только не писали, и от общественных организаций, и от конфедераций. По-моему, тогда Клинтон был, мы ему даже телеграмму давали. Ну, а потом вообще Запад решил, что Шеварднадзе достоин премии Канта мира. Добровольцы принимали участие во всех сложнейших операциях в ходе войны, и в Гагрском наступлении принимали участие, и в освобождении Сухума. Скажите, а на каком направлении вы находились? Давайте я вам еще, вот пока вспомнил, расскажу. Значит, по нашей информации, вот в том самом учхозе были собраны люди, которые могли как-то, ну, знали, короче говоря, или кто служил, кто знал оружие, примерно, вот они собрали их там. Когда информацию получили наши ребята, как раз Адам Хуаде, где погиб,
Вышли, разгромили этот штаб и в то же самое время атаковали вокзал. Но по фазе не успели, и они успели подтянуть войска и разгрузить на вокзале, уже готовые ждали. И тем не менее там тоже устроили хорошую им взбучку, после которого, если я не ошибаюсь, Тбилиси получил свыше 100 гробов сразу же. Но тем не менее наши ребята, первые потери как раз были Адам Хуаде на Учхозе и Мурат Шавьенов и Аслан Муков на вокзале. Скажите, какие еще операции вы вспоминаете Ребята чаще участвовали всего? в основном практически во всех операциях. Наши ребята, не только, я хочу сказать, что там были и осетины, и наши друзья чеченцы. Вот самые первые вот эти боестолкновения, во-первых, показали всему миру, что народ Абхазии не одинок, вот, и что за ними крепкие тылы. И, как сами абхазы потом говорили, вы как поддержку этому ощутили, говорят, и мы крепче стали. Какое количество добровольцев из Адыгеи погибло в Абхазии? Ну вот буквально недавно без вести пропавшего мы нашли, идентифицировали и похоронили, но 9 человек сложили головы за свободу и независимость Абхазии. Был период охлаждения отношений, ослабления, охлаждения отношений между добровольцами и Абхазией. Я имею в виду охлаждение не на частном уровне, не на личном уровне, а на государственном даже уровне. В интернете появлялись нелицеприятные публикации, которые сеяли вражду между добровольческим движением и Абхазией. Скажите, как бы вы сейчас оценили уровень контактов между Абхазией и добровольцами и Северным Кавказом? Ну, тут не надо путать. Общественные движения, мы как встречались, вернее, как общались, так и общаемся. Между нами охлаждения как такового не было. Но факт этот имел место по одной причине. На государственном уровне вопросы, которые должны были решаться для взаимодействия, они или отошли на второй план, или вообще положили под сукно. Был такой период, конечно. Нам было жаль, вроде те движения, которые мы уже начали, они должны были поступательно развиваться, и вдруг они остановились и начали идти в обратную сторону. Но, слава Богу, мы это преодолели. Сейчас Рауль Джункович был у нас уже, по-моему, 2 или 3 раза. Вот, приезжал к нам, встречался и с нами, и на правительственном уровне. Так что эту планку мы уже подняли. Сразу после войны у нас были, так, скажем так, районные братские связи. Мы заключали договора, оттуда поступала продукция, которая здесь нужна, отсюда цитрусовые. И нормальный такой взаимообмен шел. Но потом, я же говорю, когда смена власти происходит, вот пролонгации у нас не получилось. Я сейчас хочу обратиться ко всем, чтобы реанимировать вот эти наши связи. Добровольцы с нами воевали плечом к плечу, с нами погибали, становились героями Абхазской войны. Естественно, вы имеете право и на рассуждение о том, какой путь должен быть у Абхазии, как ей развиваться. Вы отслеживаете события, которые происходят внутри Абхазии, вокруг нее. Как бы вы оценили то, как развивается сейчас Абхазия? Ну, в этом плане у нас была четкая договоренность. Мы поможем в любых ваших начинаниях, но решение должно быть ваше. Вот вы решили так,
вы считаете так, значит, мы вам помогаем. Ну, конечно, можно подсказывать. Не зря же древние говорили, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Вот. Поэтому я таких серьезных замечаний не вижу. Как вы решите, во-первых, как вам удобнее, как вам комфортнее, вот, мы готовы в любом начинании помогать. Если уж помогли в тяжелое время, то, как говорится, и все карты в руки сейчас совместно работают. Как часто собираются добровольцы в Адыгее? Вот между собой вы общаетесь? Не так часто, как хотелось бы, но уже, к сожалению, уже многих и там среди нас нет. Кого время, кого машина. Вот, поэтому, ну, созваниваемся. Вот на 14 августа всех обзвонили, кто хочет, кто может. Вот, поговорили, как дела. Ну, регулярности нет. Вы правильно заметили, что добровольцы во время войны вселили в нас надежду. Мы поняли, что мы не одиноки в этом мире. Это была мощнейшая морально-психологическая поддержка. Там была и политическая основа тоже, ведь российское политическое руководство не могло недооценивать настроение северокавказского региона всего. Наши эксперты, многие, затрудняются с ответом на вопрос, что было бы, да, как развивались бы события, если бы не добровольческое движение, если бы не эта мощная сила. Как бы закончилась война. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы приехали на День Победы. Спасибо, что не забываете. Будем надеяться, что и подрастающее поколение, да, и ваши дети, внуки тоже будут приезжать и отмечать вместе с нами этот замечательный праздник. В этом плане действительно вот это мощное движение подтолкнуло уже руководство России, да, и всего мира, по-моему, обратить внимание на эти события. Я был очевидцем, когда в самом начале тогда президентом у нас был Асан Алиев Джаримов, он при нас позвонил Шеварднадзе и говорит, сейчас начнется большая война, не нужны жертвы, давайте соберемся, поговорим, обсудим ситуацию. Ну, он говорит, если тебе не жалко, пусть приезжают. Вот, а после первой же стычки он сам начал названивать, говорит, надо остановить. Хвала Всевышнему, вышло не так, как они хотели, вышло так, как мы хотели. Обращаясь ко всем, хочу сказать, не допустите, чтобы жертвы эти были напрасны, потому что ушли, я считаю, самые лучшие. Спасибо, что пришли и поделились воспоминаниями о войне. Спасибо вам. Успехов, процветания, благополучия. Спасибо, до свидания. Уважаемые телезрители, я напоминаю, в студии был доброволец, заместитель председателя общественного движения «Адыга Хас» и Черкесский парламент Республики Адыгея Каплан Куижев. Мы продолжаем выпуск. 1 октября в Абхазию с однодневным рабочим визитом прибыл глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов в сопровождении представительной делегации. Рашида Тимрезова принял президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он поблагодарил гостей за визит и подчеркнул необходимость продолжать расширять экономические и гуманитарные связи Абхазии и Карачаево-Черкесии. В свою очередь Рашид Тимрезов подчеркнул, что все договоренности, предусматривающие развитие двустороннего сотрудничества, укрепление социально-экономических, культурных и гуманитарных связей между республиками, будут реализованы. В рамках рабочего визита делегация Карачаево-Черкесии посетила предприятия вина и воды Абхазии в Сухуми и тепличные хозяйства в Пицунде. Подробнее о визите расскажет Сария Смыр. С утра делегацию из Карачаева-Черкесии на российско-абхазской границе встретили премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц и глава администрации Гагарского района Заурб Ганба. По абхазской традиции гостей встречали вином и фруктами. Для делегации из Черкеска выступил ансамбль «Фортын».
Приветствуя гостей из Братской Республики, представители абхазской стороны отметили, что между Абхазией и КЧР давно существуют теплые и доверительные отношения. Они выразили надежду, что с каждым годом связи между нашими республиками будут крепнуть. Добро пожаловать в родную Братскую Республику. Мы всегда рады видеть каждого из нас, из вас. Может, одна кровь, одна плоть. И дай Бог, чтобы наши встречи, где бы это ни было, Карачаево-Черкесии или в Абхазии, были всегда красивыми, были всегда чудесными и прекрасными. Чтобы никогда не кончалась наша дружба. Всегда рады видеть вас, с нетерпением ждали вашего приезда. Благодарны вам за то, что вы сегодня выбрали время, приехали с рабочей поездкой по Абхазии. Глава Карачаево-Черкесской республики поблагодарил за теплый прием. Он отметил, что ценит внимание, которое оказывается ему и его республике. Приветствую вас. Далее Рашида Тимрезова принял президент Рауль Хаджимба. Я горжусь, что у нас есть такие друзья, наши братья, которые действительно нам много помогают, и строим мы ту свою жизнь, не отрываясь от тех процессов, которые происходят на Северном Кавказе. Президент Рауль Хаджимба провел расширенное заседание, в котором приняли участие вице-президент Абхазии Виталий Габния, секретарь Совета Безопасности Мухаммед Килба и другие, а также делегация из Карачаево-Черкесии во главе с Рашидом Тимрезовым. На совещании Рауль Хаджимба поблагодарил главу КЧР за визит. Связывает многое, и все те встречи, которые мы проводим, будет и здесь, будет и там, связаны с возможностью укрепления наших отношений. Мы не просто говорим, что хотим этих отношений. Мы хотим не только разговаривать, но мы хотим, чтобы и были дела. Дела, которые позволят нам еще более теснее работать в различных направлениях. В части, касающейся самой экономики, касающейся сферы и гуманитарных отношений. Если бы не было бы этих отношений, наверное, было бы очень сложно говорить, что Абхазия могла бы выйти из войны победителем. В свою очередь Тимрезов поздравил народ Абхазии с прошедшим праздником Победы и независимости. Он поблагодарил президента Абхазии за его недавний визит в Карачаево-Черкесскую республику. Конечно же, хотелось бы в первую очередь поздравить вас с самым главным праздником, Днем Победы и независимости Республики Абхазия. Слова благодарности хочу вам выразить за то, что вы нашли время и приехали на открытие памятника тем ребятам, которые жители Карачаево-Черкесии принимали участие в тех событиях. Мы с вами, так получилось, достаточно часто встречаемся. Мы о многом договорились, и я считаю, что помимо договоренности уже приступили к таким практической реализации тех наших договоренностей с вами. В рамках однодневного визита делегация из КЧР посетила Сухумский винный завод. Здесь гостей встретил главный винодел Абхазии Валерий Авицба. Валерий Авицба рассказал Рашиду Тимрезову, сколько производится в год вина на предприятии и сколько сортов винограда здесь выращивают. У нас есть свой виноматериал, у нас плантации свои, собственно, у нас 500 гектар, но, конечно, его не хватает. Это мало. Очень мало. В год мы производим и продаем 24 миллиона бутылок, и все поставляем в родную Россию. 24, да. 24. А что себе оставляете? Себе порядка 2 миллионов. Полтора-два, да? Во время экскурсии по предприятию гости также посетили отдел производства и погреб. Гостям было предложено по бокалу абхазского вина. У нас тут много. Далее делегация посетила тепличный комплекс в Пицунде. Сария Смыр, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение. Рашид Тимрезов прокомментировал абхазским СМИ итоги визита в Абхазию. Расскажите, пожалуйста, какие у вас впечатления о визите, на что вы больше обратили внимание? Ну, я с огромным удовольствием принял приглашение господина президента посетить Республику Абхазия, тем более в такие знаменательные дни, когда вся республика празднует самый главный праздник, День Победы и независимости. Вот. Но впечатления самые позитивные. На что в первую очередь обратил внимание, это, конечно же, на людей, которые здесь и отдыхают, и живут. Видно, что республика развивается. Посетили сегодня 2 предприятия. Очень понравилось, я как бы знаю, что такое тепличный бизнес.
Очень понравилось предприятие, агрокомбинат, как мы его называем, да, абсолютно современное, новое и высокотехнологичное. Мы даже пригласили коллег, чтобы они посетили Карачаево-Черкесию, поделились с нами опытом, потому что мы тоже имеем такое же предприятие, но его надо модернизировать. Вот. Ну и уже с практической точки, я считаю, что такая полезная встреча была у нас, поездка. Ну и, конечно же, те наши договоренности, которые были с Рафом Джумковичем во время его приезда в Карачаево-Черкесию. Даже вот наша самая первая встреча, когда мы были на своей инаугурации, но мы считаю, что от слов переходим к делу. В ночь с 30 сентября на 1 октября из СИЗО МВД Абхазии сбежали 3 заключенных, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Это Гурам Инабжба, Ривасу Грехилидзе и Бачу Калатария, приговоренные соответственно к 15, 11 и 4 годам лишения свободы. По информации МВД, побег удалось совершить через незапертые наружные двери. Заключенные проникли в административный корпус СИЗО, далее на 2-й этаж, где взломали оконную решетку одной из комнат и спустились во внешний двор. Воспользовавшись тем, что охрана по неустановленной пока причине не контролировала вход пропускного пункта, преступники вышли за территорию СИЗО. Начальник СИЗО МВД Геннадий Чхетя отстранен от занимаемой должности. Его обязанности временно исполняет заместитель министра внутренних дел Вячеслав Джугелия. Прокуратура Гулрипского района проводит доследственная проверка по установлению причастности отдельных сотрудников СИЗО к побегу. По факту побега возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию преступников. Накануне в Сухуме в доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей. Этот праздник отмечается во всем мире с конца 90-х годов прошлого века. О том, в какой атмосфере прошел праздник, смотрите в нашем следующем сюжете. Сегодня славим седину, усталые морщинистые руки. А ведь бывало в старину, не знали эти руки скуки. Вся ваша жизнь наполнена трудом. На празднике, организованном прямо в фойе здания Дома престарелых, собрались практически все проживающие. Пожилые люди с нетерпением ожидали концерт. Кстати, подготовили его для своих подопечных работники Дома престарелых. Каждый из них, включая директора, на некоторое время стал артистом. И глаза ваши станут светлей, и огня никому не дадут. Ведь внучат любят больше детей, только я перегну. Дорогие мои старики, дорогие, я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Публика не оставалась безучастной. Вместе с организаторами праздника пожилые люди исполняли частушки, читали стихи. Даже немного танцевали. В завершение праздника каждому подопечному в честь Дня пожилых людей вручили подарки. В Сухумском доме-интернате для престарелых и инвалидов, что при Министерстве труда и социального развития, проживает 50 человек. Жизнь здесь начинает кипеть с самого утра. Подъем у нас 7:30, утренний туалет, это у нас 30% из общего числа, это лежачие больные. Затем в 9 часов у нас завтрак, около 2 часов у нас обед, в 4 часа у нас полдник. Вечером в 6-6:30 у нас ужин с книги, у нас есть лото, какие-то игры играть. Для проживающих в доме-интернате соорудили игровую зону. Здесь пожилые люди могут погулять и подышать свежим воздухом. Кроме того, в качестве трудотерапии во дворе был разбит небольшой огород. Не так давно здесь собрали неплохой урожай овощей, а сейчас посадили зелень. Кроме того, за пожилыми людьми здесь наблюдают медики. Дежурная медсестра Манана Осия работает с пожилыми людьми около 5 лет. Мы стариков своих любим, это труд для Господа Бога. Не любя, здесь нельзя работать, действительно. На самом деле это так, потому что иной раз такие старики попадаются, сами дети отказываются и уезжают. Вот. А мы их жалеем, и тещем, и любим, и целуем. В общем, они для нас семья, и мы для них тоже. По словам людей, проживающих в доме-интернате, они довольны и условиями жизни, которые здесь для них созданы, и медицинским уходом. Удобно, очень хорошо. Заведующий очень хороший, золотой человек. Все хорошие наши, что за нами ухаживают, смотрят, все хорошие люди. Я не ходила с ногой, здесь лежала,
Здесь и сама стала, и начала ходить потихоньку, расходилась, и вот уже могу без этой ходить немножко. Сначала дома мне приходили, меня убирали, обслуживали, а потом в последнее время я не могла. Пришлось мне прийти сюда. Я живу одна, никого у меня нету. А здесь прекрасно. Государство полностью взяло на себя проживание, уход и питание пожилых людей в доме-интернате, так же, как и медицинское обслуживание. К сожалению, потребность в проживании в этом учреждении у пожилых людей растет. Об этом свидетельствует заявление, все чаще поступающие от граждан в Министерство труда и социального развития. Была Кварчия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели нас. До свидания.